Мустафа Дересхал, всем спасибо. Очень рад, что устроили подобный марафон. Я участвую в таком марафоне первый раз. Меня зовут Ислам Ахкильгов. Я по профессии финансист. По воле и судьбы наблюдаю всю ситуацию за пределами нашей республики. И, тем не менее, не могу быть безучастным в данном происходящем событии. То есть, по сути, события, которые мы наблюдаем после тех, опять же, после тех событий, которые были в нашей республике, когда общество проявило свое несогласие с принятыми в одностороннем порядке мерами по отчуждению территории республики. Считаю, что происходящие события, которые происходили на площади в Магасе, были абсолютно не направленные против действующего законодательства Российской Федерации. И те люди, которые сегодня находятся в заключении, да, находятся в заключении абсолютно безосновательно. И, к сожалению, я считаю, что именем закона творится беззаконие, и что, к сожалению, вот когда творится подобное, да, когда именем закона творится беззаконие, это говорит о том, что закон, скажем так, псевдозакон вступает в противоречие с нашими нравственными принципами. Когда подобное происходит, это называется абсолютно полным произволом. И мне кажется, да, здесь мое оценочное суждение, что за всем этим делом не стоят федеральные власти, да, это данный произвол судебный, он находится на откупе таких региональных властей, то есть курируют ими региональные власти, и что за всем этим делом, да, за тем, что там происходит, за тем, что людей не выпускают, несмотря на то, что нету основательных доказательств их нарушения ими закона, да, и то, что вот за Рифой Саутиевой произошло, то, что человека выпустили обратно буквально там через день или через два, сразу обратно вернули в тюрьму, да, в заключение. Это говорит лишь о том, что есть люди, которые обижены, и этим людям стоило бы знать, что бывает с обиженными. Я бы также хотел подчеркнуть, что помимо этих заключенных у нас есть те же адвокаты, которые, скажем так, в плане стресса и в плане тех мучений, которые они немало тоже переносят. И я бы хотел отдельное слово благодарности уделить этим людям за их работу. И также мне очень приятно бывает видеть, когда за пределами нашей республики находятся люди, которые проводят вот эти пикеты своими силами. Несмотря на противодействие, они пытаются донести что-то до общественности. В той же мере я считаю, что мы, как национальность, как ингуши, и не только, потому что в республике живет и другие нации, да, правда, их в меньшинстве, мы пожинаем плоды, свои же плоды, потому что, к сожалению, нашлись те люди, которые сегодня там в суде предстают свидетелями, обвинителями, скажем так. Может быть, они оказались ими, потому что по своему незнанию. Многие из них говорят, что там не видели, что записывал следователь и так далее. Не знаю, насколько этому можно верить или нет. Но что можно сделать из текущих обстоятельств? Я считаю, что данное происходящее судебное разбирательство обязательно должно быть предано огласке. Что я имею в виду под этим? Общественность, такие как мы, да, и все люди, которые как-то сопереживают, они должны участвовать в
в оглашении происходящего процесса. Очень важно это все оглашать. Почему это важно? Потому что я верю в то, что любое судебное разбирательство, которое противоречит логике, которое противоречит правовому полю, то есть создает, скажем так, знаете, создает такую противоречащую логике картину, да, оно рано или поздно, логика поставит все на место. Поэтому обязательно нужно это придавать огласке. Обязательно нужно делать какие-то видеоматериалы и письменные материалы по этому делу. Мы не должны возвращаться к нему после того, как все произошло. Также, мне кажется, необходимо делать видеоматериалы, письменные какие-то материалы, вести, то есть придавать огласке всех тех людей, которые были вовлечены в данный процесс, независимо, хорошие это были люди или плохие люди, в какой стороне, да, они находились. И благодаря вот этим двум действиям я считаю, что мы можем оказать какое-либо влияние. Мы должны придавать это все действие огласке не постфактум, да, а в тот момент, который это действие происходит. И я бы хотел бы, присоединяюсь ко всем словам поддержки, да, сказанные здесь всеми присутствующими, но также я хотел бы всех тех, кто в сердце своем понимает, что происходит абсолютно, скажем так, издевательство над людьми, да, которые проявили свою инициативу, которые не побоялись. Я посоветовал бы этим людям не бояться, да, не скрывать своих лиц. Я посоветовал бы им принять полное участие. Участие чем? Тем, что они не согласны с тем, что происходит. Чтобы они сказали, что все хотят, чтобы все было по закону. Чтобы виновные, если таковые есть, реально были наказаны, да, согласно законодательству Российской Федерации. Вот, коротко.